севере Туркмении, там, где пески пустыни Каракумы вплотную подходят к землям Ташаутской области, раскинулись поля, сады и угодья колхоза имени Тельмана Ленинского района. Этот цветущий оазис отвоеван у пустыни. Своим самоотверженным трудом при большой помощи государства колхозники создали здесь крупное многоотраслевое хозяйство. На общественных фермах 1200 голов крупного рогатого скота, сотни верховых и рабочих лошадей, 12 тысяч каракульских овец. Ежегодно колхоз дает государству тысячи высококачественных смушек, сотни центнеров шерсти, свыше 10 тысяч килограммов коконов тутового шелкопряда. Но главная отрасль хозяйства — хлопководство. Колхоз выращивает хлопчатник сорта 108F. Им было засеяно в 1954 году 1600 гектаров. Из каждого собрано по 34 центнера хлопка. За получение высоких урожаев хлопка многие колхозники награждены орденами и медалями. 25 мастеров хлопководства удостоены звания Героя социалистического труда. Главный комитет Всесоюзной сельскохозяйственной выставки присудил колхозу диплом первой степени. 16 передовиков награждены медалями. Большую золотую медаль выставки получил председатель колхоза, Герой социалистического труда, депутат Верховного Совета Союза СССр Разгальды Эрсарыев. Уже 20 лет он бессменно руководит этой сельскохозяйственной артелью. Колхоз щедро делится своим опытом со всеми колхозами области. Здесь часто проводятся практические семинары председателей, бригадиров полеводческих бригад, которые изучают экономику, методы и приемы работы передового хозяйства. Каким же путем артель имени Тельмана добивается успехов? Об этом расскажет наш фильм. В колхозе 29 полеводческих бригад, возглавляемых опытными колхозниками. Таджи Чужиков руководит бригадой уже более 8 лет. В тесном сотрудничестве с бригадиром тракторной бригады 1-й Ленинской МТС Сары Курбановым он умело организует полевые работы. Более 20 лет бессменно обслуживает колхоз бригадир тракторной бригады Герой социалистического труда Меле Шамурадов. В каждой полеводческой бригаде имеются умелые прицепщики, теельщики, поливальщики, сборщики хлопка и работники других специальностей. Повседневно колхозники повышают агротехнические знания. Осенью и зимой в колхозе работают трехгодичные агрозоотехнические курсы. Занятия проводит главный агроном 1-й Ленинской МТС товарищ Деревянкин. Борьбу за высокий урожай хлопка в колхозе начинает еще с осени. Последние дни уборки. Как только узокорчеватели очищают поля от стеблей хлопчатника, колхозники готовят под основную вспашку навоз в смеси с суперфосфатом. В тяжелые такеровидные почвы навоз вносится в смеси с песком. Это делает почвы рыхлыми, улучшает их физические свойства. Засоленные земли тщательно промывают водой. Верхний слой сильно засоленных участков сгребается в кучи и затем увозится. Поля хорошо выравниваются и планируются для удобства работы машин и проведения борозковых поливов. Механизаторы заблаговременно очищают растительную сеть колхоза от ила. Проводит глубокую зяблевую вспашку. Используя время до морозов, колхоз поднял взять под урожай хлопка 1954 года на 85% посевной площади, а соседние колхозы только на 30%. Качество работ постоянно контролируют бригадиры и звеневые. Первыми весенними днями хлопковые семена перед посевом обогреваются солнечными лучами, протравливаются,
замачиваются, опудриваются сульфатом аммония. Предпосевную обработку почвы проводит без оборота пласта чизель культиватором в агрегате с боронами и катком. Сеют хлопчатник ускорядными сеялками. Применяется также квадратно-гнездовой посев хлопчатника. Заблаговременно проведенные с осени важнейшие полевые работы позволяют колхозу начинать сев на 15-20 дней раньше, чем другие колхозы. В результате хлопок здесь и раньше созревает. В этом один из основных секретов, чем через 5-6 дней после появления всходов. На изреженных местах проводится подсев и подсадка растений. При оправке букетов в гнездах оставляются наиболее сильные и здоровые растения хлопчатника. Обработка междурядья продолжается вплоть до созревания урожая. За вегетационный период проводится 5-6 полноценных комплексных обработок. В каждой бригаде создан пункт приготовления удобрений. За вегетационный период хлопчатник получает 3 подкормки смесью органических и минеральных удобрений. Большое значение в колхозе придается своевременным поливам. Поливают хлопчатник круглосуточно, по глубоким бороздам, малой струей, при помощи трубок. Своевременно проводится важнейший агротехнический прием чеканка хлопчатника. Председателя колхоза часто можно встретить в поле. Он умело воспитывает в бригадирах самостоятельность, инициативу в работе, делится своим большим опытом. Комсомольские посты зорко следят за посевами. Если обнаруживаются сельскохозяйственные вредители, то их истребляют ядохимикатами. И вот созрел новый урожай, богатство и слава колхоза. Во всех бригадах идет соревнование за сбор наибольшего количества хлопка-сырца. Все шире применяется механизированная уборка хлопка. В 1954 году для уборки не раскрывшихся коробочек МТ стала применять курехоуборочные машины. Для просушки собранного хлопка-сырца используется и солнечное тепло, и высокопроизводительные тепловые сушилки. — 16 октября 1955 года, в час обеденного перерыва, на полевых станах было особенно радостно. В этот день колхоз досрочно выполнил государственный план заготовки хлопка. Но уборка богатого урожая еще продолжается. Еще много хлопка-сырца получит государство сверхплана. Высокий урожай хлопка и развитие других отраслей хозяйства принесли колхозу большие доходы. Общий денежный доход колхоза превысил в 1954 году 22 миллиона рублей. Общий денежный доход колхоза превысил в 1954 году 22 миллиона рублей. На каждый трудодень было выдано по 29 рублей 80 копеек, по 5 килограммов зерна и много других продуктов. Неделимый фонд колхоза достиг 20 миллионов рублей. Зажиточно и счастливо живут колхозники артели имени Тельмана.